Магасе состоялось подписание масштабного соглашения о сотрудничестве между Ингушетией и Татарстаном. Документ, скрепленный подписями глав регионов Махмудом Али Калиматовым и Рустамом Миннихановым, открывает новую страницу в межрегиональном взаимодействии двух субъектов Российской Федерации. Подписание этого соглашения знаменует начало нового этапа во взаимодействии Татарстана и Ингушетии, открывая широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества во всех значимых сферах социально-экономической жизни республик. Особое внимание в документе уделяется развитию торгово-экономических связей, где стороны договорились содействовать расширению сотрудничества между предприятиями, обмениваться опытом в сфере госзакупок и поддерживать совместные инвестиционные проекты. Прибывший с рабочей поездкой в Ингушетию раис Татарстана Рустам Минниханов, глава республики Махмуд Али Калиматов и первый президент региона Руслан Аушев посетили мемориал памяти и славы в Назрани. Здесь у Вечного огня возложили цветы. На мемориальном комплексе раис Рустам Минниханов узнал подробнее об истории ингушских героев Великой Отечественной войны, о депортации и возвращении домой целого народа. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что это особое место для каждого жителя республики. Здесь увековечена память о тех, кто отстаивал нашу землю, свободу, культуру и традиции. Их мужество и стойкость служат нравственным ориентиром для молодежи. Ингушетия прошла сложный, но достойный путь, и сегодня мы видим ее динамичное развитие. Недобросовестные производители не смогут уйти от ответственности. Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением, а значит, такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок своих товаров и условий производства. Своевременное выявление некачественной и контрафактной продукции будет способствовать сохранению здоровья и жизни граждан. В Сурхахи Назрановского района стартовала реконструкция первого корпуса Дома ветеранов. Здание демонтируют до основания и построят заново, современно и комфортно. Количество коек увеличится с 30 до 40. Медицинская и психологическая реабилитация здесь будет оказывать помощь ветеранам боевых действий, труженикам тылам, участникам СВО и другим категориям граждан. Завершение работ планируется к концу 2025 года. Сейчас на объекте полным ходом идет демонтаж. Работает 5 единиц техники и 20 специалистов. Следующий этап – земляные работы и нулевой цикл. За последние 4 года в Ингушетии уже открыты 2 новых корпуса Дома ветеранов на 50 мест каждый в рамках национального проекта «Демография». Президент Российской Федерации поручил подготовить программу льготной ипотеки для участников СВО и их семей. Ставка 2% будет распространяться на все регионы. Получателями могут стать как участники СВО, так и их супруги. Лимит по ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 миллионов рублей. Для остальных регионов максимальная сумма составит 6 миллионов рублей.